Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сулья Азми. Здравствуйте. 1 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял вице-президента Всемирного банка Антонеллу Бассани и вице-президента Международной финансовой корпорации Хейлу Шейхроху. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана со структурами группы Всемирного банка, в том числе Международной финансовой корпорации. Таджикистан группу Всемирного банка считает одним из своих главных партнеров, заявил в начале беседы глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Было подчеркнуто, что на протяжении 30 лет плодотворного сотрудничества инвестиционный портфель банка и средств Международной ассоциации развития и Международной финансовой корпорации в целом охватывает более 190 проектов на общую сумму свыше 3,2 миллиарда долларов. В ходе встречи стороны обсудили негативное влияние внешних факторов на экономику Таджикистана и нарастающие угрозы торговым связям на мировых рынках. В этом контексте требованием времени было названо повышение устойчивости экономики к сегодняшним вызовам, угрозам, прежде всего путем привлечения большого объема инвестиций и продолжения реализации процесса реформ. В ходе беседы также были обсуждены вопросы развития социальных сфер, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и коммуникаций, создания новых рабочих мест и сокращения числа трудовых мигрантов. Формирование зеленой экономики, производство зеленой энергии, цифровизация и внедрение зеленых технологий были другими важными темами на встрече. В продолжении беседы президент страны, пользуясь присутствием госпожи Шейхроху, заявил о заинтересованности Таджикистана в активном использовании возможностей сотрудничества с Международной финансовой корпорацией. Было признано необходимым расширение отношений с Международной финансовой корпорацией для развития финансовых рынков, энергетической инфраструктуры, реальных секторов экономики, сфер туризма и услуг. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам взаимного интереса. Комментарии по реализации указа президента Республики Таджикистан от 9 января 2024 года о мерах по усилению уровня социальной защиты населения, увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных организаций, размеров пенсий и стипендий. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в экономической и социальной политике государства определил повышение уровня и качества жизни населения одним из главных приоритетов. В связи с этим в декабре 2023 года лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем очередном послании Маджлисе Оли Республики Таджикистан поручил с 1 января 2024 года увеличить действующую заработную плату военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других работников этих органов, также с 1 июля 2024 года увеличить должностные оклады работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, сферы социальной защиты, других организаций социальной и бюджетной сфер, пенсии и стипендии. В целях реализации данного указания 9 января 2024 года был подписан указ президента Республики Таджикистан о мерах по усилению уровня социальной защиты населения, увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных организаций, размеров пенсий и стипендий. Согласно указу, с 1 июля 2024 года должностные оклады работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, то есть средних школ, в том числе учителей общеобразовательных школ с 1 по 11 классы, лицеев, гимназий, всех школ-интернатов, воспитателей дошкольных учреждений, в том числе ясель и детских садов, будут увеличены на 40%. Одновременно с этим должностные оклады работников других учреждений сферы образования, в том числе учреждений среднего и высшего профессионального образования, специализированных спортивных школ, колледжей, институтов и центров повышения квалификации и других учреждений сферы образования, а также должностные оклады работников сферы науки будут увеличены на 40%. Заработная плата работников сферы здравоохранения, в том числе учреждений первичной медико-санитарной помощи, больниц, центров здоровья и других учреждений сферы здравоохранения, будет увеличена на 40%. Ее выплата будет осуществляться в соответствии с инструкцией о порядке назначения и выплаты заработной платы работникам организаций и учреждений здравоохранения Республики Таджикистан. Наряду с этим заработная плата работников сферы социального обеспечения, в том числе домов-интернатов для инвалидов и престарелых, санаториев, специализированных профессиональных
специальных лицеев, интернатов для инвалидов, отделений социальной помощи на дому и других учреждений сферы будет увеличено на 40%. На основании данного указа должностные оклады работников сферы культуры, в том числе библиотек, музеев, клубов, театров, периодической прессы и изданий, также будут увеличены на 40%. С целью привлечения талантливых специалистов на государственную службу размер базовой заработной платы для административных должностей государственной службы, органов государственного управления, местных исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел увеличивается на 40%. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан от 9 января 2024 года под номером 671 о мерах по усилению уровня социальной защиты населения, увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных организаций, размеров пенсий и стипендий с 1 июля 2024 года минимальная заработная плата во всех отраслях экономики страны установлена в размере 800 сомони в месяц. Также на 40% будут повышены действующие стипендии, в том числе стипендии президента Республики Таджикистан для учащихся и студентов общеобразовательных, начальных и средних профессиональных учебных заведений, для студентов высших учебных заведений, для аспирантов высших профессиональных и научных учебных заведений, государственные стипендии для студентов высших учебных заведений. Согласно данному указу, с 1 июля 2024 года страховые, трудовые и социальные пенсии, а также надбавки к ним будут проиндексированы либо увеличены на 30% от их установленного размера. Финансирование повышения заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий и стипендий полностью осуществляется за счет средств государственного бюджета. На эти цели направляется более 2 миллиардов сомони дополнительных средств. С целью повышения уровня благосостояния жителей и укрепления социальной защиты населения страны с 1 июля текущего года в Таджикистане повысится уровень пенсий и заработной платы. Об этом 28 декабря 2023 года в своем послании Маджлисе Оли Республики Таджикистан отметил лидер нации, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон. Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики государства является повышение уровня жизни и качества жизни населения. Так, с 1 июля 2024 года страховые, трудовые и социальные пенсии, а также надбавки к ним будут проиндексированы либо увеличены на 30% от их установленного размера. Должностные оклады работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, сферы социальной защиты, других организаций социальной и бюджетной сфер, а также увеличатся на 40%. Отметим, что с 1 января 2024 года уже увеличилась действующая заработная плата военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других работников этих органов на 40%. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан от 9 января 2024 года о мерах по усилению уровня социальной защиты населения, увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных организаций, размеров пенсий и стипендий, с 1 июля 2024 года минимальная заработная плата во всех отраслях экономики страны установлена в размере 800 сомони в месяц. За последние 7 лет темпы развития национальной экономики в среднем составили 7,5%, а объем валового внутреннего продукта увеличился в 1,5 раза. Средняя заработная плата увеличилась более чем в 2 раза, а размер окончательной пенсии в 1,9 раза. Сегодня в рамках заседания группы электората Международного валютного фонда и Всемирного банка, который проходит с 1 по 3 июля текущего года в Душанбе, председатель Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода провел встречу с председателем Центрального банка Азербайджанской республики Толехом Кязимовым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества, о подписании меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Таджикистана и Центральным банком Азербайджанской республики и меморандума между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и Службой финансового мониторинга Центрального банка Азербайджанской республики о сотрудничестве в направлении противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, назвали положительными результатами встреч и взаимных визитов глав центральных банков двух дружественных стран. В ходе беседы стороны, обменявшись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества банковской системы обеих стран, заявили, что
что будут стараться и в дальнейшем повышать уровень и качество сотрудничества. В том числе было подчеркнуто, что создание условий для открытия банка или представительства банков Азербайджанской Республики, обмена опытом в области банковского надзора и страхования, развития рынка капитала и внедрения международных стандартов финансовой отчетности станет предметом обсуждения в будущем. К другим темам. В Душанбе широко отметили праздник Тиргон. В рамках праздничных мероприятий состоялся фестиваль абрикосов и была организована выставка сухофрукты Таджикистана. Наряду с чествованием праздников Навруз, Сада и Мехргон, возрождение праздника Тиргон также отвечает интересам народа. У входа в столичный парк Бог-Гейрам в честь праздника Тиргон была организована выставка «Сухофрукты Таджикистана», где была представлена экологически чистая плодоовощная продукция отечественных предприятий и дихканских хозяйств. Эту продукцию жители и гости столицы приобретали по цене ниже рыночной. На мероприятии было отмечено, что Тиргон – это праздник земледельцев и всех, кто связан с сельским хозяйством. Кроме того, в ходе мероприятия были продемонстрированы научные достижения таджикских ученых в сфере агропромышленного комплекса. Организаторы фестиваля отметили, что Тиргон наряду с праздниками Сада, Навруз и Мехргон является сезонным праздником земледельцев и имеет прямую связь с водой, землей и сбором урожая. Следует отметить, что целью проведения этих праздников является развитие сельскохозяйственной отрасли и обеспечение населения качественной сельскохозяйственной продукцией и ее экспортом за пределы страны. Обряды и традиции этих древних торжеств свидетельствуют о том, что таджики и другие арийские народы издревле занимались земледелием, ремеслами и животноводством, питали особую любовь к природе. О происхождении и сущности праздника Тиргон рассказывается в различных исторических и литературных источниках. Для выращивания сельскохозяйственных культур обязательно требуется вода. Поэтому таджикский народ отмечал праздник Тиргон с надеждой, что прольется дождь и не появится никаких признаков засухи. По этой причине почитание воды у таджиков имеет очень древние корни. На мероприятии было подчеркнуто, что если праздник Сада связан с огнем, Навруз с землей, Мехргон со светом и воздухом, обильным урожаем, то праздник Тиргон напрямую связан с водой. Его можно назвать праздником пшеницы и воды. Таджики с древних времен считали воду священным благом и бесценным богатством, поэтому в народе до сих пор существует представление о воде как источнике жизни. Международные инициативы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по эффективному и рациональному использованию водных ресурсов, принятию международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» связаны с обычаями и традициями древнего праздника Тиргон. Сегодня таджикским земледельцам и вообще всем, кто имеет в своем распоряжении участок земли, необходимо все усерднее трудиться, используя добрые обряды наших предков, в том числе традиции праздника Тиргон, увеличивать объем производства продукции, придавать первостепенное и постоянное значение вопросам обеспечения потребительского рынка, увеличения запасов необходимых материалов каждой семье и экспорта продукции. Кроме того, необходимо расширить повторный сев на орошаемых землях, в том числе на президентских и приусадебных участках, обеспечить получение 3-4 урожаев и переработку продукции. В завершение праздника отличившиеся земледельцы были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени. Также министерства, ведомства и исполнительные органы государственной власти городов и районов благодарностью Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. Зумрат Файзиева, Далер Содиков. Новости. Уважаемые телезрители, это были все главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.